Традиционное жилье оленеводов всем и вся известно. Это чум. О нем поговорим позже. А знали ли вы, что сейчас стало модным делать балок на санях? Практичное и очень удобное в тундре изобретение. Каркас выполнен из дерева и металлических прутьев. Балок обшит материалом, который держит тепло и ветер. Внутри балка стоит печь и стол. Там можно свободно есть и спать двум людям. Шоколадные это блины. Сани позволяют перевозить жилище буквально в любую точку тундры. Традиционное жилище чум тоже перевозят по тундре, но его каждый раз заново собирают. На постройку чума уходит примерно 20 минут. Сначала берут 2, можно и 3 заглавных шеста. Шест по коме Концы заглавных шестов между собой связывают веревкой и образуют треугольник. К остоге чума добавляют остальные жерди. На один чум примерно уходит 25-50 шестов. Чем больше их количество, тем вместимее чум. Чум, кстати, коми-ижемские оленеводы называют чом. А как звать жену оленевода? Официально чум-работница. Чтобы показать статус, оленевод 4-го разряда. Но самое созвучное – хозяйка чума. И вправду, после того, как в чум установлен, власть в этом сооружении передается полностью женщине. Она и натопит чум, и еду сварит, и зашьет женскую сумку, например, тучу, и, конечно, растит детей. Обычно оленеводы живут в 2 семьи в одном чуме. И одни едят в этой половине, другие вот в этой. Когда соединяют столы, и получается, что они едят в одной половине чума, это для них какой-то праздник означает. Либо день рождения отмечают. Если день рождения отмечают у человека, который живет на этой стороне, то делают стол тут. Если на этой стороне, делают стол тут. Сегодня, получается, чье-то день рождения отмечаем вот тут. Полыхают вдали, будто солнце олени на рогах принесли. Нарьян-мар, мой Нарьян-мар. На столе тут жареное мясо, оленина. Оленина вареная, это рыба, свой хлеб бакуринский. А это деликатес, щеки у оленя. У Печоры, у реки здесь живут оленеводы и рыбачат рыбаки. А вот так выглядит кровать в чуме. Она расположена вдоль чума. Ложимся на шкуру оленя, укрываемся балаганом, что сверху, и бурвой спать. Но для нас чум сделали из брезента, так было быстрей. Но чум-работница еще и шьет покрытие для чума. Оно шьется из шкур и уходит на одно покрытие примерно 20 шкур оленя.